Здравствуйте, дорогие друзья. Я вас категорически всех приветствую. Меня зовут Гачеслав Сахдиков, он же Семен, он же Симин, вот он же Алешка Стальной. И я вам представляю первый гайд на канале Нико Дога. Вот, но какой же танк у нас? Конечно же, супер конь, потому что о нем много чего можно говорить. Но я думаю, самое главное, что они могут сказать, это то, что он адская имба. В первую очередь он идеально подходит как для опытных игроков, так и для молодых Алешек, которые решили только качать игру и вкачать первый танк. Для неопытных игроков самый, в принципе, раз. Просто потому, что у этого танка есть абсолютно все. Кроме динамики, но это, конечно, вопрос в принципе решаемый. Ну и мы немедленно переходим к самому непосредственно гайду. Я думаю, стоит начать с ветки, все-таки даже если ты новичок, тебе придется какое-то время попотеть и пострадать, чтобы получить этот замечательный агрегат. Как раз таки и посмотрим, какой же путь нам придется пройти. А именно, смотрим, где же это. Отставить. Значит так, вот ветка тяжей. И как повелось, есть всякое дерьмо, которое быстро проходится, а есть то, что проходится не быстро. И один из самых главных плюсов суперконя, точнее его ветки, то что его вкачать достаточно легко, потому что и Карнарвон является близким по характеристикам и такой же имбой, по сути. Такой же имбой, как и суперконь, по крайней мере на своем левеле. И, господи, и конь, просто 9 левела, очень близок по характеристикам. То есть проходить будет достаточно просто эту ветку, каждый из них имба. И это вам даст, конечно, много удовольствия, позитива и даже, скорее всего, силу земли, как говорится. Давайте начнем, пожалуй, с Collision модели и поглядим, что же у нее там по броне. Все-таки выглядит он... тут, конечно, 3D стиль специальный, но можете не сомневаться, даже без 3D стиля, даже без 3D стиля тоже очень странно выглядят какие-то непонятные экраны, похожие на динамическую защиту. Тут тоже экраны, хер пойми что, Господь. Значит так, заходим мы на специальный гей-веб-сайт. Значит так, переходим мы к Collision модели суперконя. И начнем, пожалуй, я думаю, с бортовой проекции брони. Если что, 101 мм, здесь. Ну, ясное дело, что вот так вы никого танковать не будете. Примерно вот так вот вы будете стоять. Если от бортика, от бортика соберетесь выкатить на кого-нибудь, там, не знаю, в городе, на Энске, например, Здесь внезапно херова гора брони. Просто херова, сука, гора. Здесь есть некоторые интимные места, но можете не сомневаться, их просто никто не заметит. Здесь всякие ящики, всякая херь, там... То, что закрывает визуально вот эти вот смешные интимные места. Ну, во-первых, НЛД. НЛД будут пялить все, абсолютно все. И как бы их хрен с ним, потому что, по сути, любой танк в нашей игре можно пробить в НЛД, если это не арта. Осуждаю. Далее у нас ВЛД. Тут как бы есть некоторый экран, который достаточно тонкий, даже здесь вы можете смотреть. Но на деле он как бы усиливает бронирование здесь, особенно против кумулятивных боеприпасов. Конечно, надо понимать. Конечно, можете увидеть здесь 300 мм. Скажете, Алешка, слышь, тут голдой шьется, будь здоров. На деле сюда даже никто не стоит, потому что вечные какие-то... Вот, видите, небольшой угол. Все. Вечные какие-то рикошеты, не пробитие, просто проклятое проклятие. Вот это вот место. Постоянно пропадают боеприпасы. Непонятно каким образом. Но как бы факт на грудь и на лицо. Броня это практически не пробивается. Вот, но бывают всякие веселые случаи, когда от борта танкуешь, вот сюда вот можно просунуть каким-нибудь, особенно кумулями, и будет очень грустно и обидно, если вам обоссут ВЛД. Далее перейдем к башне. Во-первых, у него маска, есть, которая, в принципе, танкует, но как бы с небольшим но. Вот возле пушки, конечно, можно его огорчить крайне тяжело. Вот, но как бы особенно под пушку, тут еще проще. Далее у нас область вокруг башни, вокруг маски, извиняюсь, которая
В принципе, выглядит достаточно простенько, но, с другой стороны, тоже 300 миллиметров, и не каждую тычку сюда будут шить. На деле я хочу сказать, что сюда шьют тоже крайне редко, особенно если вы дергаетесь, мотаете башни, то вообще полное проклятие. И вот экраны еще, вечно цепляются снаряды за экраны, и там уже до свидульки. В кепку тоже. Конечно же, кумули шьют ее нормально. И против подкалиберов и ББ. Здесь у нас рикошет, и, соответственно, нам под калибром сюда лучше не стоит стрелять, да. Но малейший угол, чуть выше, уже все. Уже можно жмыхать. Ну, в общем, на деле стоит признаться, что Collision модель выглядит странно и, скорее всего, на имбу не похожа. Но в бою будь здоров. В этом, конечно, большая парадоксальность суперконя, которая зачастую, знаете, наоборот происходит, когда на бумаге там крутой, а на деле говно. Тут, конечно, все происходит совершенно наоборот. Видимо, ребятки из гейминга где-то ошиблись. Вот, да и решили хрен с ним. Правильно, в принципе, сделали. Поэтому у нас в танках и есть такая вот имба. Конечно, какой танк на 10-м левеле не имба, да, там почти все. Поэтому, думаю, суперконя, если будут нерфить, то, скорее всего, никогда. Ну, а теперь непосредственно к характеристикам самого танка. Что касается орудия. Одно из самых лучших орудий игры. Да, во-первых, у нас есть бешеное количество ОВН, да, о чем я, кстати, забыл упомянуть. Что позволяет нам не вот так вот ровно стоять, а вот так вот, да, встречать соперников. И, соответственно, сисечка прикрыта, адские углы и так далее, что крайне усложняет нам жизнь. Но это что касается, конечно же, игры, да, самой непосредственно игры на коне. Это мы, наверное, уже увидим больше в бою, который обязательно будет. Танка адская стабилизация, прекрасное сведение, низкий разброс, при том, что не только разброс, но и шикарная точность. Бешеный ДПМ, в общем. Пушка позволяет все на свете. Итого, у него отличная броня, отличная пушка. Он может танковать от борта, от башни, по сути, как угодно. Делает его, по сути, уже адской имбой. И непонятно вообще, почему такие характеристики этому танку дали. Но, конечно же, у него есть проблемы. И единственная, наверное, проблема, которая у него есть, это динамика. Да, вот. 13,5 удельная мощь. Конечно, немного, да, причем с турбиной. Об оборудовании мы сейчас буквально поговорим. Но как бы вот максимальная скорость почти 40. Вот. Это позволяет нормально ехать, нормально передвигаться по карте и не испытывать, в принципе, проблем ни с чем. Единственные проблемы, которые могут быть в бою, это как раз таки у противников, особенно у немецких танков, да, у Е100, у маусов, которых мы спокойно шьем в башню. Вот. Всяких мальчишек с лючками, да, которые... Например, Е5, да, прыщавый черт, которого мы легко сможем выцелить за счет бешеных характеристик пушки. И спокойненько осквернить. Значит так, что касается оборудования. По сути, самая единственная правильная сборка — это вот закалка, турбина и досылатель. Объясню почему. Закалка, во-первых, дает ХП гусеницам и быстрый ремонт, да, что позволяет нам более уверенно играть в первой линии и, в принципе, не бояться ничего. Да, дает еще, конечно же, ХП, то продлевает нам жизнь ненадолго, но зачастую может заролять. Турбина, да, которая добавляет скорости, ну, конечно, досылатель. Досылатель, конечно же, дает нам еще больше скорострельности, хотя она и так адская. Ну, в общем, я о чем хочу сказать, что больше ничем тут, по сути, и не запихать. Единственный вариант, который можно еще оспорить, это добавить стабилизатор, но в этом-то и дело, что пушки бешеная стабилизация, и он, по сути, здесь не нужен. Измененная компоновка, я думаю, тоже особо не нужна. Ему, конечно, закрытой боеукладка, частенько, вот, но, поверьте, вот это вот не решит всех проблем, лучше ставить закалку. Что касается полевой модернизации, она у меня выглядит вот. Можно, конечно, добавить вот эту, да, то есть снизить время оглушения и пожертвовать обзором, но я решил ничего из этого не ставить. Также здесь у меня, например, да, выставлена улучшенная точность, но только потому, что у него и так сведение быстрое, как бы, почему бы и нет. Здесь я не выбрал ничего, но тут как бы решайте, думайте сами, решайте сами, жертвовать разбросом либо нет. Ну а теперь, я думаю, настало время продемонстрировать в бою, тоже может данный агрегат, да. Есть один
одна каточка, которая довольно-таки неплохая, сыграна на крайнем стриме на Суперконе. Ее мы конкретно и глянем. Значит так, ну поехали. Мы в топе, да. На карте крайне подходящей для Суперконя, но почему бы и нет, потому что здесь кое-где, кое-как может стоять от УВН. Ну, как бы и ладно. Да. Две арточки, да, которые, очевидно, будут нам подсирать, мягко говоря. Вот, портит настроение и все в этом. Вот, этот бой был сыгран на стриме. Оригинальную озвучку я решил не оставлять, потому что почему бы и нет. Вот могу себе позволить, все-таки гайд, да, не вставлю же я просто катку со стрима, да, и скажу, все, хер с ним, гайд закончен. Нет, сука, я все свои действия подробно постараюсь объяснить. Еду я на холмы, да, единственная правильная позиция для ТТ на этой карте, независимо от того, встречный это бой, либо обычная катка, вот, особенно для танков, у которых есть углы вертикальной наводки, они же УВН. Место абсолютно идеально. Респ у нас более фиговый, потому что их танки, видите, они активно могут прорываться туда, я бы сказал, защику, но не буду, да, на холмы, на вот эти вот сраные, и делать там грязь, вот, один за другим едут, первая тычка, пошло дело. Вот не стал сильно выцеливать гуслю, хотя, наверное, стоило бы. Я думаю, что я все равно его смогу накидать. Но как же я ошибался, да? Тычка в землю. Резко начинается экшен. Все прилетают, как мухи на Wargaming. Осуждаю. И что-то происходит... Тут происходит непонятно. Я пытаюсь попасть и раз за разом не попадаю. Вот заметьте это. Это все-таки не косяк, да? Танк это косяк игры. Почтовый ящик прилетает 60 ТП и сразу же на гуслю. Хорошо. М103 активно выкатывается. Кстати, здесь я четко помню, что я сразу понял, что я не заселюсь. Остановился и решил, ладно, зато я дам тычку. Алешка сверху ценой всех своих хп выехал, дал мне тычку и погиб успешно. Я продолжаю пялить 60 ТП. Вот что видите. Видите, что происходит? Происходит скандал очередной. Тычка не заходит, куда должна заходить. Так, ну теперь он зацелился, и мы остаемся 1 на 1 с М103. Даже страшно подумать, что с ним будет. А с ним будет, правильно, боль и унижение. Да. Начали тычки заходить резко. Можно увидеть, как достаточно легко выцеливают на этом танке уязвимые места, лючки, всякие кепки, сисечки, гуслить и так далее. Просто одно удовольствие. Так, ну, судя по всему, мы на этом месте всех осквернили. Стоит теперь поискать еще одну жертву, и жертвой становится фаза, конечно же. Ставлю на гуслю, потому что это ассистик, а где ассистик, там и фарм, а где фарм и ассистик, там же и плюс к отметочке. Да. Ну и, конечно же, полезно для команды. Он бы, если бы просто дал в башню, он бы просто уехал бы и дальше бы портил кровь, портил жизнь моим союзникам. Кому не пофиг на союзников, правда? Вот мог бы подосрать и мне. Так, здесь вовремя приезжаю, ловлю тайминг, получается. Да? Здесь, видимо, тоже будет грязь, потому что начинается вкат. Ставлю снова на гуслю. По КД ставлю на гуслю, что очень правильно. Я вам тоже рекомендую это делать. Потому что от этого только одни плюсы. Ну и в конце концов будете более сосредоточенно стрелять. Без вертух, без нифига. Вот первая тычка в НЛД, сразу же крит БК. Заходя вперед, скажу, что... Ну ладно, заходя вперед. Заходя... как-то выразиться правильно. В общем, критовать БК будут часто. В этом можете ни капли не сомневаться. Но как бы это реальность. Это суровая реальность, к которой надо привыкать. Но почему бы и нет, да? Все-таки должны быть хоть какие-то минусы у танка, у которого по сути минусов-то и нет. Вот здесь получается следующая ситуация. Противники отбирают большую часть карт. Карта огромная. И тут не совсем понятно, что делать. Единственное, что не стоит пока что ехать вперед. Потому что все дальние позиции заняты.
Вот я занимаю позицию на горе и в кустике со своим Алешкой, да, союзником, который вроде как на бронированном танке и вроде как уже собирается ехать вперед. Надо его, во-первых, прикрывать, а во-вторых, он по-любому обнаружит всяких ублюдоидов, в первую очередь артуханцев, да, чтоб их подкинуло и разорвало. Именно это с ним сейчас произошло. Ну и, соответственно, нам ничего другого не остается, как подъезжать вот к этой вот гряде, и отсюда уже можно работать и по городу, и на дальнюю дистанцию, да, на дальние вот те вон холмы, где, скорее всего, есть СТ. Засвечивается гражданин на ПТ. Надо его срочно подстреливать, у нас как раз таки удобная позиция. Не пытаясь выцеливать гуслю, ничего такого, просто кидаю туда, где меньше экран. Все-таки 704-й танк, у которого 150% корпуса занимает экран. Вот я решил выстрелить куда-то в МТО, чтобы наверняка его пробить. Тут кидаю вслепую, очевидно, без урона, да и как бы ничего страшного. Да. Настрельчик-то уже есть. Вот, ну и здесь я решаю просто ехать вперед, потому что, во-первых, у них уже мало танков осталось, и